В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика», в студии Рамзан Абуев. Здравствуйте. Главное сегодня. Стратегическое развитие. Рамзан Кадыров провел совещание с сотрудниками мэрии Грозного, касающееся социально-экономического развития города. Как удалось раскрыть потенциал столицы и изменить жизнь грозненцев к лучшему. Храбрость и отвага. Спикер парламента Магомед Даудов и вице-премьер Абузейд Висмурадов встретились с командирами чеченских спецподразделений в зоне проведения СВО. Кому вручили награды, в адрес кого звучали слова благодарности и какой уровень боеспособности показывают наши бойцы. Осень на Кавказе. Мы можем здесь научиться тем полетам, которых в большинстве стендов просто нет. В Российском университете спецназа завершился ежегодный турнир по стендовой стрельбе. Правила игры, имена игроков и сколько категорий было. Грозный город с драматической историей, переживший на своем веку немало трагедий. Сегодня он по ключевым направлениям социально-экономического развития впереди многих муниципальных образований России. Подвести итоги успехов уходящего года с сотрудниками мэрии Грозного приехал Рамзан Кадыров. Не обошлось без подарков. Наградили отличившихся орденом Кадырова, а нуждающимся сотрудникам региональный общественный фонд подарил квартиры. Репортаж Адама Магомедова. Рамзана Кадырова вместе с внуками первого президента Чеченской Республики в актовом зале мэрии Грозного встречает бурными аплодисментами. Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. За последний год город Грозный успел поучаствовать во многих всероссийских конкурсах и занять призовые места. Это лидерство по качеству жизни, лучшая муниципальная практика, а также в федеральном рейтинге индекса качества городской среды в категории «Крупные города», проводимым Минстроем России. Столица стала первой среди муниципальных образований региона по всем показателям социально-экономического развития. Помимо этого, высокие показатели демонстрируются и в бюджетной сфере, ведь по итогам 10 месяцев перевыполнен план по налоговым и неналоговым доходам, говорит градоначальник Грозного Хасмагомед Кадыров. Уважаемый Рамзан Ахматович, все эти успехи стали возможными благодаря крепкой основе, заложенной первым президентом Чеченской Республики и героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, и вашей всесторонней помощи и поддержки. Социально-экономическое благополучие, закономерный успех в деле добросовестного служения народу. Следуя верному курсу Ахмата Хаджи, мы всегда будем трудиться во имя процветания нашей Родины. Ахмат Сила, Аллаху Акбар. В первый год работы начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозный Хадижат Кадырова провела масштабную деятельность по развитию направления. Было открыто 4 детских сада в соответствии с всем современным требованиям. 3 из них названы в честь погибших сотрудников спецоперации на Украине. Помимо этого проведена деятельность по повышению квалификации работников. Уделяется пристальное внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Проводятся религиозные мероприятия, а также творческий цикл встреч с заслуженными деятелями культуры, искусства, спорта, науки и образования. 2022 год для Департамента дошкольного образования выдался очень насыщенным и продуктивным. 3 детских сада построены в соответствии с государственной программой обеспечения доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики, реализуемой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики. 4-й сад на 140 мест построен в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Открытие данных учреждений позволило дополнительно создать 680 дошкольных мест, а также 324 рабочих мест. На сегодняшний день в Грозном функционирует 93 детских сада, подведомственных департаменту, в которых воспитываются и обучаются более 20 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Особое внимание мы уделяем повышению уровня квалификации работников дошкольного образования.
и внедрению новых методик для улучшения образовательного процесса дошкольников. В связи с этим для работников сферы дошкольного образования организовываются различные конференции, форумы, вебинары и семинары. 31 августа 2022 года впервые состоялась августовская педагогическая конференция работников дошкольного образования, где подводились итоги учебного года и выстраивались ориентиры на следующий учебный год. Тема конференции «Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционно-духовно-нравственных ценностей». С целью углубленного изучения чеченского языка и его правильного внедрения в дошкольное образование разработаны учебно-методические пособия. На конференции также состоялась презентация книги «Ормаш» в двух частях «Ойля Шваймех Беркат» и «Турпалхойва Мех Дозола», изданной по инициативе Департамента дошкольного образования мэрии города Грозного. Помимо этого, во время Всероссийского съезда работников дошкольного образования, в рамках которого проходил конкурс на определение лучшего проекта среди регионов России, ведомство Грозного заняло первое место в номинации «Содержание дошкольного образования». В 2022 году была проведена оценочная процедура НОКа наших дошкольных учреждений, по итогу которой наши детские сады получили 100% результат. С 17-18 ноября в Москву на 7-й Всероссийский съезд работников дошкольного образования были делегированы представители Департамента дошкольного образования. Представители департамента выступили с докладом на тематической сессии «Воспитание как стратегический приоритет государственной политики в сфере дошкольного образования». На декабрь уже запланировано 2 мероприятия. Это посещение постановок для детей на чеченском языке, которые ставятся по поручению министра культуры региона Айшат Кадыровой, и лайт-форум для руководителей дошкольных образовательных учреждений. Также Хадижат Кадырова выразила слова благодарности и признательности в адрес главы региона за оказанное доверие и пообещала приложить все усилия во благо народа на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня мною была озвучена лишь малая часть проделанной работы. И при этом я уверена, что самые важные и лучшие достижения нас ждут впереди. По воле Всевышнего, из года в год мы будем радовать вас более масштабными успехами. Да, Мула. Пользуясь случаем, так как это мое первое официальное выступление перед главой Чеченской Республики, я хочу выразить слова благодарности и признательности за оказанное доверие и вашу веру в мои силы. Я и впредь буду стараться делать все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания и достойно следовать на пути своего великого дедушки. Я знаю, что на нас, как на потомках Ахмата Хаджи, больше ответственности. Всегда и во всем. Ведь нам нужно продолжать его дело и достойно нести то имя, которое он завещал. Заместитель мэра Грозного и начальник департамента образования рассказал о достижениях ведомства за 2022 год. В сентябре был открыт Центр по выявлению и поддержке одаренных детей, в котором функционирует 18 лабораторий в различных сферах. Помимо этого, чеченские преподаватели занимают призовые места на различных всероссийских конкурсах и входят в список лучших. Республике нужны образованные, высоконравственные, настоящие патриоты, готовые самозабвенно трудиться во благо Родины на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Да Аллах обладает. И с такой поддержкой со стороны руководства эта задача, несомненно, будет решена. Начальник департамента культуры мэрии Грозного Мадина Амаева зачитала доклад о работе ведомства. На данный момент функционирует 9 муниципальных учреждений культуры, которые активно участвуют в значимых региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Целых 3 библиотеки были модернизированы в рамках федерального проекта «Культура», а также 2 за счет городского бюджета. Неоценимую поддержку и внимание получают наши учреждения со стороны министра культуры Айшат Рамзановны Кадыровой. Ее креативный подход к работе вдохновляет нас и благоприятно сказывается на нашей работе. Под руководством Айшат Рамзановны в 2022 году в нашу копилку достижений добавилось несколько значимых наград.
В марте 2022 года в городе Москва Департамент культуры мэрии Грозного стал обладателем гран-при 5-го международного фестиваля национального костюма, презентовав чеченский женский национальный костюм «Габли». Всего в конкурсе принимали участие 115 коллективов из разных регионов России. 18 ноября на площадке 10-го Всероссийского форума публичных библиотек состоялось награждение библиотек. Благодарностью от Министерства культуры Российской Федерации, Российской государственной библиотеки отмечена библиотека филиал номер 6 города Грозного, которая осуществляет свою активную проектную деятельность с января 2022 года и достигла особых успехов в работе с молодежной аудиторией в области креативных индустрий. Огромное внимание и поддержку нам оказывает региональный общественный фонд имени первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Так, в 2022 году для нас построена новая библиотека. Хасмагомед Кадыров отметил, что по поручению главы региона сотрудникам мэрии будет надбавка к зарплате в размере 20%. Ларме пач Рамзан ил поручение зарплач ажажи этуэл масобелошен и поручение чакак надал мула ван поручение зарплач этуха из до 20% надбавки рюмасерна дерейсолон Рамзан. Выступая перед собравшимся, Рамзан Кадыров отметил, что все достижения в развитии различных направлений города – это колоссальный труд, который высоко отмечается на федеральном уровне. На сегодняшний день красоту региона отмечают не только его жители, но и туристы. طبعا حيوي شغله من هالشيء هنا سامو خلنا направление شو يهور شي حلقة كولتور خلي أبرز وانا خلي دشكولنا خلي دون لقى أوبشن جورد خلي دون حياكش مصو أغور دون شي направление دون يقي دستيجيني شو قشنا هذا الشرشكة وين تحكي خلوز إيش دون ويشي دون بوغسن دون فيلنوتينا دون نشناي جورد وينسكي سلاو دون أقا وين بايركيج ويلي رزواني يجوا شاعرجي ويخلي شغل ويحقدر قمح وبيزن حياة دون قطع دون استدعاء هستوريكي يجوش بلغش بيشلو ويدون لكن ويدون يشتغل دون elementarne هم مش نستيش عن دون دكو مش يشتغل دون أقدي على دون بير دون مو خيط وديت قيورة تن شرع بوخ وعمل بوتن دون تعاقي مع علي ديش دات تن بسيخي قلصة يعقشة خيل مديزة تن باتخود دينا بيرة شي هي ألدش كيتن بوش شي قاني هي جدرش عامل عدو وعمل بوخت دنيا جديد شينا تن كوارت باشر هو شي دو ما عندوش خروش شي دو ما عندوش بصو ما شيش بوخ بوخ داس أحداقش الشرع تعادون بروست هما دندستان وين يشتغلون على شيء يتبوخت على عبارة عنه يتبوخت يتسوي كونستيتوسي يتسميرفو نوتشي قامدو شيء خدعك أهيج لا أش شيء ده على وين تيشن بالمرفو نوتشي قامدو تقطن دوزن قايوش دوه على شيء سو أوش قد على أوش كشف بتشو دانا رئيس فدراسة دانا ويقوم من حادث في الماخ لقب دان ماخ ودان داق ويتاين غالة ويوخن خلو نحشي شو بالله شيء يوحكين شين عدان شعبير تلاتشن تقول دان سيخ واوا عردس دان ونيفي سالنا وعردس واوا دان عمد عجدين وكان دان غاز وبطل إسخين عدون دان سو شين حتى مو يرتي دان تعالو ريتي عرولة وداق ورقالوش متك شغلر دان دي يا سيا يا يز وشناخ دلا عمل عش شاخل شعدان استوريو عتاي يزرعش دانا شاي بدرجات فينا دانا ويحتانا ويخل شعوي استريس دانا ويوستنبيتنا وزرديتنا دانا أكيد عايش حال خجر مقول دانا حال فسوي مخجر قال هنتقي فسوي مخجر دانا عارف دانا يخز داخل شيء سوريا عيرنا حدين حمش عارف ها مصر مخكر باكا تريش دان حوس باكا قاون صمع دورش دان هو بقي بيش ناخر باترق دان
Так называемые евроичкерийцы упорно трудятся, дабы навязать республике западные законы, которые пропагандируют низкие моральные ценности, разрушают принципы традиционного семейного института, а также основы религии, говорит Рамзан Кадыров. Бизнес ахче шаш вложение шанахка кана ямарт табунен твамбар дона паймар сунет голдакш де замарам дона мудачи дона паймар дона шаин соглашение дона кесчинил шашнил дона безбожник шинил соглашение дона иньол ичара ягларинак дона ювас еш дона хохара шашинил соглашение юхаяш Паймар сунет голдакш Дагестан чубан Дагестан это часть территории Российской Федерации дон. Царь паймар сунет голдакш Амболар бандоше Делда вабен бох низ цар бандоше Тана üç jaar hitter 2 jaar dон. Рахитан дон через Украину дай нам Аллах возродит Чеченскую республику дон. Украина получара европейский закончик алгобо и закончит иец бо адмал даяк бо вездач дак бо дин дак бо Оранж дак де бо паймар дон сисес ви бо де самар дон чунти дон we пачак дени а бо дон мажин дон шу халай дон дадеш хош так дон خداع أزوال سنهون يشوار خداع أزوال أوي بشعر عبو أوي بشعر إتى فلاج كلام قرداس بولات إتى ستاش كلام قرداس بو نتولك كيهم شيعات دويدان إتى بتسنش سمين كلام قرداس ريليجيوزني دون بروبلم ويحيعات سيدان زكون سيبو بشعر سلامت عدوان بوسو بشعر عدوان دوتي عايش سلامت عيشت أفتان دون دقيق بشتان نبقى بشعر كاستان. Федеральное руководство высоко оценивает работу, которую проводит регион во всех направлениях и его многочисленные достижения. Это большой плюс для субъекта и необходимо продолжать в том же духе, отмечает глава региона. Федеральный центр взаимодействует с проблемами Милхудона, давалось министерство Авойца, прием юдон, прием с уважением, относиться к дещу, еще не долушили к дещу, не только что правительство, в конце года бимбо было, ну нереально есть вопрос, что решать те, что ехать, успешное правительство в целом. Мы халач муниципальное образование, что оно докук имаш меня, ну имаш бара, начало его инти стабильно, что пойдем. Инти 999 ступеньки, кое халдол диш, 1000 ступеньки лахдона, халдол диш, инти отцелись находим. Так из моцл так ахек дизуин, сундела совершенство деш дона, налаганчмета. Sjajaqitsig nachtjitens EU-huis, dat Sjadan, Tullutjig nachtjitens EU-huis, Sjawotsi, Sjapristolet, weet je, Sjawotsi, goed, Sjati, dat nachtjig amdu, nachtjig makbuhus, dat dan sportsman wala, hij acteur wala, hij strijder wala, pedagoog wala, bachelor was dan, milcho hospitaal wala, dat wordt niet Sjai heen ervan die. كان ناشي قوم زرعوان وشادان ناشي قوم زرع شوان خاطر دانا ناشي قام دانا ناشي قوم سيلر ديزوي وين سيلر ديشتان شي دانا وقاني خليستان. Развитие столицы региона будет продолжаться. Уже приглашаются новые инвесторы, готовые вкладывать миллиарды в строительство масштабных промышленных и экономически потенциальных объектов. Инфраструктура города также будет улучшаться, создавая лучшие условия жизни для граждан. Планы по-настоящему большие. Руководство приложит все усилия, дабы их реализовать. Город, развитие, инвестор, десятки миллиардов дополнительно, есть соглашение чудесно, новое строительство, меладон, комфортные условия для жизни, есть войн, докуда, дахни деш, дахни финансиеш, строительство, докуда,
أول شوي دون دام ولا هو يستيع شوي بولش بو سامو دون صبرين دون سامو دون خز خليش ايربورت دوي دون داك إلى زورت نوغزال دوي خليش دون داك ويمصو نبرولين يعمل خو نبرولين حياش وقري حالا شايك بو غالو وام غالو غالو دون خليش تمصو ديكم غالو دون نص ديكم وقتندرش بيكون وزد يمجال متي شاول بلا متي شاو شو يعني يعني ويتش شو عش وده هوش مهز وزد عش بارنا خلدانا دوغ يشتغل شديش مبسري دان تصدق إخلي دانا وبيوق أتوسط شو قاعد يدرسون سبيتس براديوش نعلنا وين من البرادي بس المو دانا يقيم من البرادي شروي بياتو يقيم من البرادي شروي دان ريسبوليكا ساموشين إذا ميزروني دان إشتان من البرادي نقدر شين بوستان أتصل خزدان صح وليت عاز بيوش صح داج ماليشي سكوند داج برنامج قال لا يوش خزم السيد حباك عندنا دشات كتيس شناح انتي يساويش خزم البلاتش دعاية حوي قي حولي ويدون داك ملا دون بيري دون دوك عش شكول عبول شير داك دشكول نبرلنسي بيرش دون سمو دوك كيشان عاو دون تسام برازش ملا بلاتش يدوي دون يقينا وقدني ملا بلاتش سيادة دون دا إذا بدون استعادة مسألة شاشة دوش على حوصلة دوش ملا بيري سمو داك عارش. Необходимо усилить работу по восстановлению чеченских обычаев и традиций и запретить вещи, которые не допускаются в рамках национальной культуры, говорит Рамзан Кадыров. Также он поблагодарил сотрудников мэрии Грозного за проделанную работу и большие достижения. وسيو جيز وين كوتش دي سنقطان خلاص يلقي قاند عدا غاسكي خلاص دي زمت شبكة ده شاشة شبكة كيف ناس قونشتي سيد مش اللي دقة اللي دان تان نسوال خلاص بيز مش كوكاز عبيش دان إز دان حلا ليل ده نوعه كولتور وغير دان يرحم يوهرحم هالكيت حرام ويدو خزن شيء خلاص ده دان وين ناشي غلق شدوش داك زميل دوش عدين داك وين ويش دوش تلومشت ليل ده زديز دستان وده جدان إزدان ويعزو ده زندوش إن ده دبوس كديش إمبيشون مرش دقيق الشيء ده يدعو دست يلا دان ويزدك غلق يح دان بوش رمش هذا الشيء لريز سون دان خصم عمدنا بارك الله ريز خلا دان مير براديش عندكو دان اكلنا بيسكي سقلشين شين دوكو زي ما دي سيشياينا هو شرادات هذا شرادات بلاش يعني دوكو ببيش بلاش بون دان هو دان بابورين بلاش نشيخ بقى دان ويخي дополнительный центр يوك شوارلر يو خزاهر يو дополнительный دان условия شدنا دان اسمال يو زني اشوالر بناء условия يو خصوص المسانا يو بارك الله يريز لا شو تصلش داك نمنات الشكادون اشبير مش باكشون شو برجل ساعدون يحكي دون حدا احنا مسلم طبعا بارك الله يريز عليه ويسال دون يريز خليش بعد Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что Грозный на сегодняшний день лидирует по многим показателям благодаря основе, заложенной первым президентом Чеченской Республики и усилиям Рамзана Кадырова, который днем и ночью трудится во благо своего народа. Россия почаушки чена, от там дахал булна, что ушки чен то это Рамзан Ахмадович лет схргал лет дицна ردو حرني قبول شين آمد حشتال صوب دولتون تو شيء صديق تقور بعندلش ويتهن داخل إرسيد دو تهنر قيمش وديتي شولش دو هندال سود عبيت بوخت إيرا دور شادو قيمش من لوخ سبيرا ستسان إكاديمي سبيرا تانا رمزان أحمدش هرغالة حكوتي غلر حاله موها غلا نو تان سنغال غلايات سانزا هرغالة يشاحة دايوش عندو داخل تريم رجدينيم حون أبيز نغال يو هر غالد عيوش هنا تغني قاني عليات تأحون علي نغال يو لبو غشلو يلا نقبلا كومينيكات يلا تأحون علينا يو ديل ريز خولون هر بقول ديل ريز والبول ديل ريز والبول صار ديل غديش صار حق القيمة شا حق خيني
за такое короткое время долурдается дунья чуаболна хсец больше халду даватных тана по темпу роста имя туристов мы в лидерах по России по всем показателям мы лидерству и шадул бан огнс в любое министерство ведомство вы на още правительство добавче на цига сейчас мы принимает масанха суна ха имоду ларамц идеально голха ладворц и голх дерц илочбу и, соответственно, результат иштю. И шадул бан худу асмаалар дуахар ахмад хаш бехтен бухбу шолодек Рамзан Ахмадович хобан дулш. Халарам от правительства милохш ава за пределами хойцларам хиллар бан дулш тана и результат шу кидал мола Ахмад хаш ният кидақи машхирбу. Указом главы региона за усердный труд, проделанный на пути первого президента Чеченской Республики, орденом Кадырова наградили Мадину Амаеву, Тимура Истамулова и Хадижат Кадырову. За высокий профессионализм и добросовестный труд медалью «100 лет образованию региона» наградили сотрудников мэрии Грозного. Медалью за заслуги перед регионом были удостоены заместитель начальника департамента по дошкольному образованию мэрии Грозного Берлан Садуева и учитель русского языка и литературы математической школы номер 1 Ахмед Ламаркаев. Хочу выразить слова благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за оказанное доверие, за высокую оценку от моего скромного труда. Чувствую огромную признательность, огромную благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу, начальнику департамента Хадижат Рамзановне. Надеюсь, у меня будет возможность и дальше трудиться во благо нашей Родины, во благо нашей нации и показывать достойные результаты. После нуждающимся сотрудникам мэрии Грозного вручили квартиры от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Тут же Рамзану Кадырову преподнесли меч победы города воинской славы, приуроченный к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Уран духа, урану Бог, деш вачун кварт красен, да урба тур да, кара тур кара хади куда я мочен да мола да, вы тур деш дасма, вы ручка, бурка, كده أحضرهم شلون строительство важно программировать и это да мола. За последний год город Грозный претерпел немало положительных изменений. Было реконструировано несколько улиц, открыты новые объекты, а также обновлены различные необходимые коммуникации. Все это помогает столице региона улучшаться и, конечно же, повышать уровень жизни его населения. Адам Магомедов, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести Чеченская Республика. Продолжаем. Председатель парламента Магомед Даудов и вице-премьер по силовому блоку Абузайд Висмурадов обсудили достигнутые успехи и различные проблемные вопросы с чеченскими командирами спецподразделений в зоне проведения СВО. Вместе с тем командирам вручили заслуженные награды за неоценимый вклад в борьбу против националистов. Медина Мударова расскажет все подробности встречи. По поручению главы региона Рамзана Кадырова председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и вице-премьер правительства субъекта по силовому блоку Абузайд Висмурадов встретились с известными командирами чеченских спецподразделений в зоне проведения специальной военной операции. Первым делом они передали слова благодарности от главы Чеченской Республики за самоотверженный труд на благо Родины. عمد علي تصرف بيرق حلقة طول شو تصدور ذلك ولا شو عصا شيكويات بيجي شو دريق يدي عم ويباتش دريق سوى رمزان علي دريق يدي شو سوازع دوي خلوش دوي كاش دينا بيوانا رولن ديال أنسورن دا إن دول حل هو بيجي حل لدوش مصو أول ديان تمز دول حل سنبجاني يولز أول ميديتين يولز أول خوش دو هات يدي وانا وصل تجان تعدو سلام باشو دادلر شو مس سرقي ديانا
سويجي باتريوتيك شيغر دوق سلام مارشالله يحسب كيش ديون دارو الله توشن تيد ميرا مس سرجي ديون وباتش غير سلام مارشالله. С начала спецоперации чеченские бойцы выполняли все поставленные руководством задачи, за что оно не раз выражало благодарность. Выезды в места дислокации позволяют воочию увидеть, как профессионально работают военнослужащие. Все командиры имеют богатый опыт борьбы с международным терроризмом на территории Чеченской Республики. ين أبريتيف شتاب دين عبوسي وتعني باب يشدو هتي ديونا نمست عدد من سيج عبد الله حل من مثلا ما هقرا تليفون عطاتو ياش سأب شيء يا اتش ديونا أشهر مدة دائما أورش دق دال خاصة بين تولل هم دا دويزة هنا شت إما شغل يعش مش مسلو كمان ديرو أورش دق حل دمودو الحمد لله دال خاصة بوت قدرش ديك دو مش أولش دويزة هتي غنوية تجير حل قتان يوشق نمست ديون شاش حاجة ديون إنسبكتي حول هذا وقت المتخوش قاش دي و دمبا دنيسكي направление بول وي ويجي بولشاح تسيقع ديونا شي خود داخل من تسيقع دول حلاق يشدو سبيتانا وين أبراتي دعي وليل شحاني ديونا طا إزر سو ونوحشي وينو ونوقشي تأملوا ديونا أوكرانيا احتلاق هذا تغنير دينها إت إزر جرق وسيليني فرونت ديونا فرونت شو جناها مسانا ديونا 1200 километров. Магомед Даудов еще раз напомнил бойцам об их главной цели – искоренить сатанизм и нацизм на украинской земле и защитить мирное население. Ахмат сила бог Ихуду из дерду диона дел калам лардер дел сунам гулсун дел илчан суннат лардер шариат тарика лардер لرد أردل يبيوغ غلق سير بيوغ عادة سير هنز يقدر قندول ديان الجبتة دش بو دشتيني يقدر يبيوغ غلق شو صدقت يتصدر جيت ديانا حدا كان حق دعل زعرت حق ديان ديل دعل غازوات دي كان ديانا دعل طولم يديت قاتشز دار مقلع شو عسميل ديانا قعيو ديال حدا كان دول بريجي ووجي يبوق Также председатель парламента региона отметил, что у военных оснащают всеми необходимыми боеприпасами и медикаментами. На место выезжают врачи из Чеченской Республики, чтобы оказать помощь. يشدو كوك دا مالو جرز تكنيك لبو يوم ويباتش وديونا وين كلوتشو يايو تدي أخلت عاشي كويات شون جانا موق تشارجي شين بروستا شين بيزهم تنتي عديون شو حقال بوش عاش ديونا ويباتش عو دارم لها ويباتش قول السيخ جاك دالا داخ ديال جاك دالا شينا وقري عروش دا كدو ويباتش عروش دا ويدارم لها ويدريجي اللي دو يبيوخهم ديون ينازكش يبندروش يريجي هلكين يزولم ديون قطع ويمحكا ويبتشحقا دور دوتش كيبر ديون دك دعبية زين دار مولها ويتدور زي كتلره В завершении Магомед Даудов и Абузайд Висмурадов поблагодарили бойцов за эффективное решение боевых задач, подчеркнув, что руководство нашей страны и ее народа высоко ценит их и героический труд, направленный на сохранение религии, самобытной культуры и семейных ценностей народов России. شون سجت يش لشون كنتي دائما وين أربع قن يكون يقبها أدمى برخ تاخيد شيء نشتهي زيت ديك أول شادك يدك أعمل حاجين يقبو ذا يلز من يقبو ذا هو يلز من شادك يلز من أوش يتدو تحنيق يتدو يلز من هذا وأربع قن بنيق يا خزيع أي شو عدوي شو ما يردورش لي وين ياخد كنتي وين إشتي دوش لا الحمد لله يحكي ايش وحول خدات شو جيجي يقول شو واحد شي يقول والله بالله تلا ودنيا يتعلق ورتاحهم قوة دورش مدات ليس سينوش قوة دورش مدات وين مخكن يوشين عدات يبيعوا وين شو يوشين هذا فقدوا على ده كان ليش دورش ريدي ديك تعرف كيف تزوج حدوش انت ودنيا نا
جاي تاجو الشاشلي ده لا شادي دخو ده دوين ده لا هو مصر هم حكاية عقيم. Командиры, в свою очередь, поблагодарили гостей за внимание и помощь, которую оказываются бойцам регулярно. قضا يوم سوتا تشارك كماندير شمت تاودا مولا وش عبرت بوش تصور وش فاتش وباتش ما تا وش قيسو ما دات شادك نيستش قال دالك نيستش تدلوشتك داد يا شدا مولا قضا أيوش تو هيوغنو دا مولا ويسيلا باتشو ويدي لا داش وباتش شيخ يعقل إن شاء الله دا مولا وانا وجري В ходе встречи в торжественной обстановке гости вручили командирам заслуженные награды за неоценимый вклад в борьбу против нацизма. Храбрость и отвага – качества, присущие настоящему чеченцу. Тысячи наших парней ежедневно демонстрируют их на поле боя. Об их подвигах известно во всем мире. Медина Мударова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Более 200 человек за один только ноябрь месяц удалось спасти из украинского плена. По поручению Рамзана Кадырова депутат Государственной Думы страны Шамсаил Саралиев занялся вопросом освобождения российских военнослужащих. До этого в конце октября домой вернулись 55 бойцов. Депутат заявил, что переговоры об обмене военнопленных ведутся на постоянной основе. Освобожденные направляются в московские госпитали на физическую и психологическую реабилитацию. Ахмат! Сила! В честь Дня матери начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова наградила виновниц торжества букетами цветов и денежными вознаграждениями. Поздравили женщин, чьи близкие находились или находятся на передовой в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Заместитель начальника департамента Зулихан Ельсаева от лица руководства выразила огромную благодарность за воспитание мужества и героизма в наших военнослужащих. Женщины, в свою очередь, выразили сердечную благодарность за проявленную заботу. Я очень благодарна Хадижат Рамзановне. Она очень заботится о нас. Не только о тех, чьи мужья или отцы на Украине. Она очень трепетно относится к детям, ко всей дошкольной сфере. Всегда любой вопрос не остается без внимания. Всегда есть обратный ответ. Когда ты видишь такую заботу и внимание, это очень приятно. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В честь этого светлого международного праздника о войнах рассказывает значение главного человека в жизни каждого – матери. Наш герой Шайман Ясаева, которая посвятила свою жизнь детям. Опыт работы педагогом в детском саду 38 лет. Каково это быть мамой для огромного количества ребят, расскажет Амина Тупилагова. Каждого воспитателя детского сада можно считать второй матерью для ребенка. И это не просто слова. Шайман Ясаева взяла на себя такую ответственность сразу после школы, живя в Казахстане. В 90-х был переезд в родную Чеченскую Республику и разная трудовая деятельность. Но она испытывала ностальгию по работе с детьми и спустя 20 лет после окончания школы пошла получать профильное образование. Самое главное – любить детей, научить ребенка всему хорошему. Что я знаю, что я умею. Самое главное – учить наши все тагилликыш, гулукыш, озденгала. Все это начинается оттуда. Если вы так вы уже не сможем проявить другие качества. У Шайман в группе 38 детей 5- и 6-летнего возраста. Она появилась в их жизни, когда им было по 2 года. С тех пор прививает им качества, которые, будучи матерью, давала и своим детям. Ее преданность своему делу завораживает и восхищает даже коллег. Я очень рада, что с первых дней со мной работает такой целеустремленный, трудолюбивый и очень ответственный человек, как Шайман. Я думаю, что повезло не только нашему коллективу, но и нашим родителям, потому что Шайман не безразлична судьба подрастающего поколения, его духовно-нравственное воспитание. В 2017 году Шайман участвовала в конкурсе «Воспитатель года». Она заняла 1-е место в районном конкурсе, но призового места в республиканском конкурсе не было. Но для нас она, конечно, безусловный победитель. Это добрая, веселая, отзывчивая и уравновешенная женщина, которая любит свою работу, хочу подчеркнуть, очень любит свою работу. Она свою жизнь посвятила детям.
Во время развивающих занятий она успевает уделить внимание всем, подходит к каждому, посмотрит, проверит и похвалит. Для нее нету любимчиков, все одинаково дороги. Работа воспитателя чрезвычайно сложная. Здесь не бывает случайных людей, только те, кто самоотверженно готов дарить любовь и заботу детям, отдавая все самое лучшее, что есть в себе. Помимо умственного развития, Шайман дает малышам мощную духовную базу. Любовь и уважение к родителям в этом деле превыше всего. Ко Дню матери дети подготовились основательно. День матери по всей стране сегодня отмечают. Одно на свете ясно мне, я маму обожаю. Она любимая моя, сильнее нет на свете. На ней уют, на ней семья, люблю ее за это. Воспитатели с утра до вечера занимаются детьми. Они их кормят, гуляют с ними, укладывают спать, развивают и учат чему-то новому. Знают все о переживаниях и страхах малышей, помогают им их преодолевать. Их доброго и отзывчивого сердца хватает на всех. Они мамы не только дома, но и на работе. Амина Тупилагова, Сайтали Ампукаев, Сайтели Мампукаев. Вести, Чеченская Республика. Вопросы профилактики туберкулезной инфекции у детей и подростков обсудили в рамках конференции, прошедшей в Министерстве здравоохранения. Участие приняли ведущие специалисты фтизиатры Минздрава России, СКФО и Чеченской Республики. Собравшиеся разработали комплекс мер по противодействию распространению данных болезней. Также были зачитаны доклады о ситуации по туберкулезу у детей на Северном Кавказе и современных технологиях его лечения в стране. В регионе в этом направлении эпидемиологическая ситуация стабильная. В предстоящем году планируют усилить темпы по иммунодиагностике туберкулезной инфекции с использованием всех методов тестирования и профилактики. В Чеченской Республике есть все необходимые условия и потенциал для того, чтобы ликвидировать туберкулез. И сегодня мы должны все усилия предпринять, чтобы должным образом обследовать детей, подростков, проводить иммунологическую диагностику туберкулеза, проводить вакцинацию туберкулеза у всех выписанных новорожденных из родильных домов. Этим самым мы защитим наших детей и не позволим распространяться туберкулезной инфекции в обществе. И сегодня было заявлено, что у Чеченской Республики есть все шансы стать территорией, свободной от туберкулеза. Мы должны приложить к этому все усилия. Российский университет спецназа вносит колоссальный вклад в подготовку добровольцев из различных регионов страны. Обучают огневой и тактической подготовке, медицинской программе и даже управлению беспилотниками. Не остались в стороне и сотрудники департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства. О впечатлениях расскажет Лейла Муртазова. Тактическая подготовка начинается с раннего утра. Стреляют из легкого и тяжелого оружия. На этот раз обучиться военному делу изъявили желание сотрудники департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики на базе Российского университета спецназа. Свои навыки владением оружием они оттачивают на стрелковых тирах. Обучение рассчитано на 2 недели. Тренировки будут проходить по 3 часа в день. Сотрудники департамента при необходимости готовы стать на защиту своего государства. Чтобы быть полезными, они поставили цель научиться боевому искусству. Профессиональный инструкторский состав обучает сотрудников владению оружием, правильному охвату, стрельбе и перезарядке автомата. В случае, если вдруг придется всем подряд стать под оружие, мы будем готовы. Нам помогают в этом опытные инструкторы, которые уже принимали участие в боевых действиях. Российский университет спецназа – один из крупнейших военных центров мира. Его выпускники ведут бои в самых горячих точках, применяя накопленный опыт. А число желающих пройти обучение неуклонно растет. Стоит отметить, что Российский университет спецназа открывает двери для всех желающих испытать свои боевые навыки, даже для тех, кто бесконечно далек от военного ремесла. Здесь собираются люди со всего мира и разных профессий, получая уникальную возможность самосовершенствоваться. Лейла Муртазова, Лёма Мандиев, Вести, Чеченская Республика.
Создание площадки, объединяющей молодежь всех регионов СКФО для их последующей консолидации в решении социально-экономических и общественно-политических проблем. Основная задача первого съезда молодежных правительств Северо-Кавказского федерального округа, прошедшего в Грозном. Вместе с тем, это отличная возможность для участников обменяться бесценным опытом. За 2 года существования организации в Чеченской Республике она показала отличный результат, уверенно заняв 6-ю строчку во всероссийском рейтинге. Мероприятие проводилось в дискуссионно-обучающем формате. Молодежное правительство – это, скажем так, это сильная организация внутри каждого региона, которая дублирует правительство. Это в прямом смысле слова будущие кадры, это будущие управленцы, и максимальный рост их компетенций – это задача ассоциации. Как мы знаем, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, ставит перед нами задачу стать молодежным центром всего Кавказа. Поэтому мы решили провести у нас данный съезд молодежного правительства СКФО. Кстати, нужно напомнить, что съезд состоялся благодаря гранту главы Чеченской Республики для некоммерческих организаций и при непосредственной поддержке департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, администрации главы и правительства. В Российском университете спецназа завершился ежегодный турнир по стендовой стрельбе «Осень на Кавказе». В стрелковый клуб со всей страны съехались топовые спортсмены, мастера спорта международного класса, победители престижных соревнований, ветераны. Турпал Лалита Исумов продолжит. Многим из этих ребят запах пороха хорошо знаком. Турнир по стендовой стрельбе «Осень на Кавказе» состоялся на базе Российского университета спецназа, куда съехались представители стрелковых клубов и просто те, кто любит этот вид спорта и активный отдых. В этот раз к нам приехали люди, которые здесь ни разу не были, и мы очень рады видеть новых здесь людей. Стреляем, видите, в такую погоду. Все, имитация охоты стопроцентная. Если дождь, значит дождь. Все в равных условиях. Приехали люди со всей России. На этих соревнованиях 30 человек участвуют. Можем собирать и больше. На каждом участке свой способ поражения мишеней. Они имитируют как бегающих животных, так и летящих птиц. На подобных огневых рубежах важно сохранять предельную концентрацию. Затем дождаться момента и произвести выстрел по летящей цели. Да. Но, как видно, не у всех стрелков это получается. Зато у этих стрелков получилось разнести тарелки на множество осколков. Участию были рады все. Впечатлен организацией, полеты очень разнообразные. Я считаю, что в России, наверное, один из самых лучших стендов. Участие – это всегда для нас отдельное удовольствие, потому что благодаря этому стенду мы видим такое бешеное разнообразие всех полетов. И мы традиционно еще ни одного турнира не пропустили здесь, в Гудермес. Это единственный, наверное, стенд, где такое разнообразие, возможно, полетов. Очень нравятся полеты, атмосфера. Самое главное, здесь приезжают стрелки, мы можем здесь научиться тем полетам, которых в большинстве стендов просто нет. Очень классное впечатление. Несмотря на осенний дождь, это никак не помешало проведению ежегодного турнира. Для создания равных условий участники были поделены по возрасту и спортивной квалификации. Соревновались как мужчины, так и женщины, а также ветераны и юниоры. По завершению определились победители с 1 по 3 место. Они были награждены медалями, кубками, а также ценными подарками от спонсоров. Турпал Лалита Исумов, Лёма Мандиев и Сайцелем Мампукаев. Вести. Чеченская Республика. Любители мини-футбола накануне сошлись в Грозном, чтобы выявить лучшую команду на Кубок Кавказа. В турнире приняли участие 12 команд страны, в том числе из Луганской и Донецкой республик. Всего участвовало более 140 спортсменов. По результатам 3 соревновательных дней состоялись зрелищные матчи. А на церемонию награждения прибыл министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов, чтобы вручить презенты победителям. И по итогам 3 место заняли ребята из Краснодарского края, серебро досталось команде «Валерик» из Чеченской Республики, а обладателями пальмы первенства стала команда «Спартак» из Донецка. Нас радует то, что сегодня вся молодежь России, она стекается в Чеченскую Республику, занимается спортом, налаживает дружеские отношения. И хотелось бы поблагодарить и сказать слова благодарности в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который создает все условия для нашей молодежи и всегда помогает в их новых начинаниях. Приглашение получили от организаторов, так как мы уже сюда приезжали. Все прошло на высшем уровне.
И мне кажется, если нас еще раз пригласят, мы обязательно постараемся еще раз выиграть этот турнир. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.